В середине 1941 года в рамках Лебенсборна была начата сверхсекретная программа под кодовым названием W. На этот проект Гитлер возлагал большие надежды, так как полагал, что результаты работы этого проекта могут дать ему бессмертие. Сегодня сторонниками клонирования человека говорят о том, что с его помощью можно сделать ксерокопии выдающихся людей. Но правда заключается в том, что при клонировании человека в тело клона войдет другая душа. Там сформируется новая личность. И все, что можно будет сделать, это перенести часть памяти того, с кого был создан клон. Этой технологией и обладали и успешно пользовались атланты, и Гитлер, видимо, знал об этом. В поисках бессмертия в теле Гитлеру помог один из его наставников, Карл Хаусхофер, который был членом тайного общества «Зеленый дракон», благодаря чему ему стали доступны знания о осознанных перерождениях. Сегодня нам стала доступна информация о письме, найденном в личном архиве директора Анненербе Сиверса, которое хранилось более 60 лет в Потсдаме и обнаружилось совершенно случайно. Сначала его хранила вторая секретарша Сиверса, Ангелика Мейер, затем ее дети и внуки. Цитата. Я процитирую вам этот документ, датированный 29 ноября 1942 года. Цитата. «Уважаемый господин рейхсфюрер, мне было чрезвычайно радостно узнать из очередного отчета нашего тибетского отдела, что за последний месяц оба тибетских проекта продвинулись так далеко и столь успешны. Мы начинаем прямые эксперименты по переселению душ из одного тела в другое, поскольку получили обещанную нашими представителями при прошлом визите в Лхасу книгу. Я не сомневаюсь в том, что эти эксперименты будут успешными, так как у меня нет повода не доверять отчетам нашей экспедиции, видевшей это собственными глазами. По окончании экспериментов, как и предписано, я представлю вам подробный отчет по форме 1. Значение этого открытия для нас неоценимо и равносильно практически открытию бессмертия. Переселение душ великих деятелей нашей эпохи в молодые, совершенные, чистые арийские тела позволит нам добиться возрождения нашей великой нации. При этом тело, душа, из которого переселяются в другое, должны быть непременно сожжено или разорвано на куски, дабы у души не было соблазна найти его и вернуться. Переселение душ погибших солдат и офицеров, преданных нации и фюреру, позволит нам искоренить любую слабость, неуверенность и порок в наших войнах, сделать армию Рейха по-настоящему непобедимой и неистребимой. Такая вечная жизнь станет высочайшей наградой, к которой будут стремиться упорнее и яростнее, чем к достатку и покою. Предпочтительным способом переселения души является подмена души и создание у ребенка в момент рождения или сразу после рождения. В этом случае развитие организма происходит нормально до определенного возраста, а переселенная душа начинает возобладать над изначальной. Приходят воспоминания и осознание прошлой жизни. При правильном руководстве подобный процесс безболезнен и эффективен. Таким образом, мы сможем воспитывать детей с арийской кровью во всем мире. В дальнейшем мы можем призвать их на службу Рейху, как того и требует священный долг любого человека, в котором течет арийская кровь. Проблема состоит только в том, что душа умершего была помещена в нужное хранилище и затем непременно передана лично новому телу. Хранилище может выступать любой предмет, соответствующим образом заряженный во время магических практик. В связи с этим
Благодарю вас за персональное участие, которое вы принимаете в программе Lebensborn. Благодарю вас также за рекомендацию передать частично данную информацию в отдел, занимающий разработкой концепции национальной церкви. Это открытие, несомненно, должно быть заложено туда, как высочайшая награда, которая может быть пожалована за достойную жизнь. Вернем новым религиозным догмам. Вернем Германию и фюреру. Преданный вам С. Сиверс. Программа Lebensborn была не просто огромным питомником по выращиванию расово чистых детей методом селекции, как овощей на грядке. Lebensborn готовил человеческое сырье, чистые молодые тела с арийской кровью, в которые по замыслу Гиммлера с сотоварищами с помощью магических практик, обретенных на Тибете, могли переселяться души нацистов. Особенно тех, кто хотел вечной жизни. Таким образом, должны были стать новые арийцы, люди, которым предстояло править миром.